быть частью нашего мероприятия и хотели бы послушать наших коллег. И сейчас мы хотим предоставить слово главному научному сотруднику отдела историко-культурного наследия народов Республики Татарстан, доктору исторических наук Габдрафиковой Лилии Равильевне, которая представит свой доклад. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Привет, солнечные из Казани. Исмаил Гаспринский действительно для татарской культуры начала XX века, конца XIX века – это знаковая фигура, абсолютно несопоставимая, несравнимая с кем-то, с другим, практически легендарная фигура. И по масштабам, по характеру деятельности действительно его невозможно с кем-то сравнить. Хотя, если мы возьмем культуру, татарскую культуру Поволжья, то она на этот период действительно была очень яркой, богатой, и различных вот деятелей тоже было много. Это, конечно же, вот Шагабудин Марджани, совершенно гениальное, имя которого носит наш институт, который сумел в себе соединить и религиозное начало, и интерес к исторической науке. Это, конечно же, абсолютно возвышенная фигура поэта Габдуллы Тукая, который соединил в себе и поэтический дар, и очень сильный, дерзкий характер. Конечно же, были и просветители, подобные Исмаилу Гаспринскому. Это Каюм Насыри, которого считают энциклопедистом того времени. Это Ахмед Хадим Аксуди, который также, как и Исмаил Гаспринский, был адептом джадидского обучения, и в то же время он издавал газету, очень популярную газету «Юлдуз» в Казани. Но, тем не менее, вот магия личности Исмаила Гаспринского, она абсолютно особенная, и конечно же, были и молодые последователи Исмаила Гаспринского здесь, в Казани, в Поволжье, вообще в Волго-Уральском регионе. Они пытались и издавать газеты, и также медресе преподавали. Но, тем не менее, вот сравнивать нельзя. Потому что Исмаил Гаспринский для всех татар символизировал национальный прогресс, то есть милли тараккият, очень популярная идея того времени. И его образ – это в чем-то мечта татарской молодежи того времени, шакирдов, вот рубежа 19-20 веков. И это идеал. Почему вот, из каких вот факторов формировался вот этот идеальный образ Исмаила Гаспринского? Во-первых, у него было блестящее образование, да, он владел европейскими языками, а стремление к западным каким-то образовательным стандартам – это вообще тренд того времени, джадидской эпохи. И в то же время, несмотря на весь вот этот вот европейский лоск, несмотря на какую-то внешнюю вестернизацию образа Исмаила Гаспринского, нутро у него было абсолютно мусульманским. И вот это вот соединение европейского лоска и мусульманского внутреннего какого-то начала, это, конечно же, было очень вдохновляющим примером для молодежи того времени. И он своей жизнью, своей деятельностью постоянно вот показывал, что можно сочетать в себе европейский имидж и в то же время вот оставаться истинным мусульманином. И плюс ко всему он, конечно же, издавал очень популярную газету «Тарджиман», и у него долгое время не было никаких конкурентов в этой сфере. И еще не надо забывать о том, что он был городским головой Бахчисарая. Для поволжских татар это тоже очень вдохновляющий пример, поскольку мы не видим вот других таких людей, татар, которые в то время занимали бы вот такую вот достаточно высокую вот муниципальной сфере должность. А Бахчисарай, конечно же, это особенный город, и татар там значительно больше, население, может быть, более монолитное. И поэтому вот он был еще и городским главой. Все это, конечно же, привлекало внимание, и плюс то, что он постоянно занимался вот этим благородным трудом во благо своих единоверцев, во благо своих соплеменников, это все вдохновляло. И неудивительно, что на рубеже 19-20 веков образ Гаспринского, он активно использовался поволжским татарам в сфере образования, в сфере торговли. То есть он был поистине такой медийной личностью. И здесь надо отметить, что еще раньше в качестве некого символа уже начала использоваться газета «Тарджиман». Если мы возьмем один из первых татарских романов, такого европейской
европейская форма. Это Хисамиддин Мулла, Муса Акигита, он был издан в 1886 году. И вот там главный герой, мулла-реформатор, он читает газету «Тарджиман». То есть газета «Тарджиман» начала выходить в 1983 году, а уже через несколько лет она превратилась в некий маркер, символ вот этой вот прогрессивности того времени. И позднее уже вот газета «Тарджиман» и фигура вот Исмаила Гаспринского, конечно же, можно провести некий знак равенства, и это вот все закрепилось за ним, вот этот образ национального прогресса. И на рубеже 19-20 веков мы видим, что распространяются очень фотокарточки Исмаила Гаспринского, почтовые карточки. Они издавались и в Казани. Например, известна серия, не серия, а вот фотографии, которые издавало издательство казанское, очень тоже прогрессивное издательство «Гасыр». И здесь надо отметить, что вообще ведь в мусульманском мире, в татарском обществе в то время и отношение к фотографии было неоднозначным. Многие предпочитали, даже если фотографировались, все-таки не показывали всем. А у Гаспринского вот этих вот каких-то предубеждений не было, и здесь он тоже проявлял некую смелость, прогрессивность, вот показывал широту взглядов. И, конечно, потом вот эти фотографии уже начали использоваться, опять же, в сфере образования и торговли. В Казани, когда отмечался юбилей газеты «Тарджиман» в 1903 году, 20-летие, Арслановский маловаренный завод начал издавать мыло с изображением Исмаила Гаспринского. Они очень гордились вот этой своей продукцией, и видимо, вот эта продукция пользовалась определенным успехом. И, например, спустя уже почти 10 лет, когда в Казань приезжает османский бывший визирь Хильми Паша, ему показывали какие-то передовые предприятия города, в том числе татарские предприятия, водили его в Татарскую слободу. И вот руководитель вот этого арслановского маловаренного завода прежде всего хвастались, показывали мыло с изображением Гаспринского. Конечно, турецкий гость не совсем понял всю вот это вот символическое значение вот этой продукции, ну, а татары, тем не менее, вот гордились. И был еще другой пример очень интересный. В Казани была достаточно успешная фабрика конфетная «Альфа», принадлежала купцу второй гильдии Валиуле Ибрагимову, и в этой фабрике выпускались конфеты с изображением тоже фотографии вот Исмаила Гаспринского. И поэт Габдулла Тукай в 1908 году очень шутил по этому поводу, что татарином может теперь называться только тот, кто пользуется мылом Гаспринского, тот, кто пьет чай с конфетами Гаспринского. Но вот ирония судьбы, когда уже Габдулла Тукай очень рано умер, наверное, многие об этом знаете, после 2013 года начинает выпускать та же фабрика, и в том числе вот продукцию уже с изображением Тукая. А вот Гаспринский еще по жизни вот превратился в вот такой символ, вот такой вот образ. И помимо вот мыла и конфет были еще очень оригинальные свидетельства об окончании медресе татарских, джадидских медресе, и о переходе из класса в класс. А классы, как вы знаете, были как раз джадидских медресе. И там, конечно же, были изображен не только Исмаил Гаспринский, а другие деятели, татарские деятели того времени. Но вот Исмаилу Гаспринскому отводилось самое почетное место, центральное место вот на этих свидетельствах. То есть это тоже олицетворяет, показывает вот это вот отношение, особое отношение к нему. Но нельзя сказать, что восприятие Исмаила Гаспринского вот в этой повседневной культуре татар было всегда таким мажорным. Потому что татарская культура развивалась, и после 2005 года начали выходить и другие газеты. То есть у Тарджимана появились конкуренты. Они, конечно, отличались и по языку изложения, и по содержанию. Тарджиман все-таки оставался, вот, славился своими сдержанными материалами, а татарская молодежь в то время увлекалась революционными идеями, социально-революционными, эсеров много было. И они, конечно, ожидали от Тарджимана тоже каких-то дерзких публикаций, а их, видимо, не было. И звучала критика тоже и деятельности Исмаила Гаспринского, и Тарджимана тоже. Но это, конечно, не значит, что
в целом все равно вот это вот позитивное отношение, уважительное, теплое отношение к Исмаилу Гаспринскому все равно сохранялось. И мы видим, что в сентябре 2014 года, когда вот уже умирает Исмаил Гаспринский, какое было это потрясение для всей татарской интеллигенции, для учащейся молодежи того времени. Вроде бы фоном вот идет вот Первая мировая война, а в то же время вот татарская культура прощалась с целой эпохой Гаспринского, и это было очень-очень печальное событие. Но в то же время нельзя сказать, что ну вот, фигура Исмаила Гаспринского вот, ну, была забыта, да. Уже после 17 года, во время даже вот власти Советов, он все равно оставался вот символом вот этого национального прогресса, татарского прогресса. И в Казани в 20-е годы, например, работала одна из образцовых татарских школ, номер 12, и она носила имя как раз вот Исмаила Гаспринского. И это все говорит о том, что вот образ Исмаила Гаспринского, магия его личности, она продолжала жить вот в сердцах татар, воспитанных, взращенных вот этой вот дореволюционной культурой. И в этом смысле, вот я забыла отметить, все они оставались детьми и внуками Тарджиман Бабая, потому что в начале 20 века вот татары, поволжские татары называли Гаспринского, в том числе вот между собой, Тарджиман Бабай. Это вот тоже показывает это особое отношение к нему. Вот если очень кратко, вот такое вот выступление. Более расширенная версия вот об образе Исмаила Гаспринского, она была, этого доклада, она была уже опубликована в нашем журнале «Крымское историческое обозрение», и там можно прочитать. То есть там вот эти как раз примеры и другие примеры тоже есть. Тут, поскольку все равно формат такой онлайн, не совсем может быть удобный, поэтому сокращенный доклад. Спасибо. Çok sağ olun Сильвия Ханум. Действительно, вот в процессе вашего выступления действительно есть такие моменты, которые действительно вот, ну, как бы заинтересовывают. А скажите, пожалуйста, вот вы говорили о мыле, вот о конфетах. Где-то в музее есть сохранены какие-то вот образцы вот того же мыла, той же конфеты, может не самой конфеты, а вот, потому что каждая деталь, связанная с Исмаилом Гаспринским, это действительно очень интересно. Да, это очень такой интересный вопрос. Мы сами вот в поиске постоянно находимся. Есть изображение Габдулла Тукая, вот, принадлежавшее вот этой фабрике «Альфа». А вот Исмаил Гаспринскому мне лично не попадалось. Ну, хочется верить, что где-нибудь в музейных фондах, может быть, они все-таки отложились. Есть упоминание просто в прессе татарской, что вот было такое, и про мыло тоже упоминание, в том числе вот как раз отчет вот после посещения вот этого Хильми-Паши вот в Казани. А так все-таки революция, она вот смела вот это вот наследие, и, конечно же, вот такие вот маленькие детали, это же фантики, и, ну, может быть, и никто даже не думал, что вот это надо хранить. Спасибо, спасибо огромное. Я думаю, наиболее полную версию мы тоже выставим на наш сайт, потому что, ну, не все получают этот журнал, а хочется поблагодарить Институт Марджани просто от всего сердца. Те книги, которые вы выпускаете, может быть, не все, но большую часть, благодаря вашим сотрудникам, в библиотеке Гаспринского имеется. Огромное вам спасибо, потому что на сегодняшний день и это та кладезь, это та литература, бесценная литература, связанная с историей и вообще настолько все интересный материал, который пополняет фонды нашей библиотеки. Спасибо огромное вам, вашему руководству и за сотрудничество тоже. Çok sağ olun. Мы продолжаем. Teşekkürler.